перед нами стоит другой вопрос. Мы с вами должны полностью соблюдать пост в наших духовных предпочтениях. Отказаться от каких-то увлечений, которые нам мешают помнить о Боге, помнить о покаянии. Постоянное размышление о том, как нам избавиться от греха, осознание нашей собственной греховности. И вот этот пост, он тоже, собственно говоря, является постом, вот даже в наше сегодняшнее время информационный пост. Тем более мы с вами привыкли, да, к инстаграмам, каким-то тиктокам, к телеграмму, где-то еще там какие-то соцсети, которые мы постоянно просматриваем, да. Можем ограничить себя здесь. Просмотре телевизора, занятия за компьютером, там еще чем-то, а сосредоточиться на чем-то духовном. Прочтению духовных книг, священного писания. То есть вот, пожалуйста, мы здесь тоже можем поститься. Поэтому, если мы ослабляем в пище что-то, то давайте восполним это в духовном поле. Чтобы вот это равновесие сохранялось. Да, совершенно верно, угу. Совершенно верно. Это вот как раз таки к вопросу о том, что соблюдение поста это довольно-таки энергозатратно, да? Но совмещать с работой, учебой это в целом возможно, да? Например, у вас есть, может быть, личный опыт? Да, я христианин, я прошел школу, я был студентом духовной семинарии, там чуть проще для нас, конечно, готовили постную пищу, но все-таки мы все должны понимать, да, что в первую очередь наш устав, он создан как устав монастырский. Это для монахов, которые проживают в обители, где готовится постная пища, и где в основном это усиленная молитва, где нет социума. Здесь даже стоит вопрос, как совместить, наверное, социальную жизнь, да, вот с постом. Вот это, на самом деле, очень такой глубокий вопрос, который многих затрагивает и очень многих волнует, потому что, вот, допустим, в этом году пост наступает 3 марта, 8 марта многие у нас отмечают какие-то женские дни, хотя мы не очень. Женский день, да, мы не очень как-то его отмечаем. У нас есть свой женский день, это Жен-мироносец, значит, на второй неделе после Пасхи. Вот. Неизбежные какие-то праздники, да, если вы работаете в коллективе, если коллектив сплоченный, какие-то корпоративы или что-то. Вот здесь перед человеком стоит важный вопрос, как совместить работу, социальную активность и постнические труды. Что могу посоветовать от себя? Да, значит, во-первых, конечно, пренебрегать дружбу нельзя, это могут косо смотреть, но если есть возможность, не ходить на какие-то мероприятия. Если нет возможности отказаться, то прийти ни в коем случае не вести себя как великий постник, от всего отказываться или что-то. Поесть что-то наименее скоромное. И в первую очередь не осуждать никого, осуждать себя самого. Потому что если уж ты пришел, то нужно соответствовать этой компании. Конечно, никто не призывает ради какого-то праздника полностью свести на нет все ваши постные настроения или еще что-то. Но мы все с вами люди работающие, в основном те, кто работает в городах, работа начинается в 8 или в 9 утра, да? Заканчивают все по-разному, но я вот из моего личного опыта предлагаю перестроить свой дневной график. Каким образом? Вы закончили работу, пришли домой, покушали, как-то приняли вечернюю трапезу, помолились обязательно, совершили вечерние правила, великие в дни Великого Поста, но совершается полностью. Кто может по молитвослову, кто не может, кто насколько готов. Может быть, какой-то почитать душеспасительные книги, да, по учению петских старцев, или есть такие прекрасные книги, как «Лествица», или «Ава Дорофей», такие душеполезные чтения. Вот. Значит, и чем раньше, тем лучше лечь спать. А вот свой день лучше начинать пораньше. Поставьте будильник на 5 часов, встаньте пораньше, приготовьтесь и почитайте утренние молитвы. Весь мир еще спит, он погружен в молчание и тишину. Все еще отдыхают. А вы можете поговорить с Богом тет-а-тет. Вам никто не будет мешать. Ваши домашние и близкие, может быть, еще спят. Еще дети отдыхают. Вам еще до работы несколько часов. Вы можете спокойно помолиться, совершить утренние молитвы. Вы можете почитать Евангелие. Книги Ветхого Завета очень полезно почитать во время Великого Поста. И у вас будет время, когда вы можете спокойно пообщаться с Богом. Через молитву. Через то, что мы называем беседой с Христом. Беседой простой, такой непринужденной молитвой в тишине.
И вот это вам поможет так духовно зарядиться на весь день. Ну и, конечно, да, мы с вами живем в большом городе, куда-то едем, куда-то двигаемся. Если вы не за рулем, в общественном транспорте, можно что-то там записать себе на телефон или на MP3-плеер, какие-то, может быть, псалтирь прослушать, да, в наушниках, чтобы не отвлекаться на городской шум. Вот. Или почитать какую-то книжечку, да, что вам, или если это, конечно, не толпа там людей, нет давки, то, пожалуйста,